С утра столица Абхазии встречает гостей теплыми октябрьскими лучами. Мэр города приветствовал депутата Государственной Думы Светлану Журову и члена Высшего совета партии «Единая Россия» Александра Карелина. Абхазская делегация вместе с гостями направилась в сторону колоннады, по пути знакомясь с историей Сухумской набережной. Регионы нам помогают, Казань, Краснодар нам будет на сейчас начал строить новое. Набережная – знаковое место для горожан и гостей города Сухум. Именно поэтому в ноябре здесь планируется масштабная реконструкция. 30 сентября 2025 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадрагунба подписали соглашение о запуске масштабной реконструкции набережной Сухума при поддержке Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Событийная большая площадка, сцена и сидячие там эстрада, все как положено. Да. За сценическое пространство можно будет переодеться артистом, да? Да. Все будет готово для того, чтобы любое мероприятие там провести. Сколько километров получается? Проектируемая часть 1000, почти 2 километра. 2 километра, не просто самой набережной, а вместе с парками, со скверами. Глава администрации Сухума Тимур Агрыба рассказал и показал гостям планы реконструкции набережной Махаджиров. На суд жителей было представлены макеты по будущему облику набережной, где каждый мог проголосовать за представленный стенд. Голосование уже завершилось. Проголосовали 12 тысяч человек. Подведены итоги. Вот причал нам восстанавливает Краснодарский край. В тех же параметрах мы его сохраняем, но вот в таком виде восстанавливаем. За причал мы тоже голосовали, там 3 варианта было предложено. Население проголосовало и остановились на вот этом варианте. Студия, диаметрический орнамент, да? Во время прогулки делегации были те, кто узнавал прибывших гостей. Они не упускали возможности подойти и пообщаться с делегацией. Совместная фотография в театре Родионы. Ничего, как бы. После осмотра набережной гостей ждали в кафе «Брехаловка». Традиционно выпить кофе. Я рада вас видеть. Кофе сварите? Кофе в любом случае. Делегация в Абхазию прибыла в рамках 7-го съезда Республиканской политической партии «Единая Абхазия», который проходит в Сухуме. В работе форума принимают участие 230 делегатов со всей страны. Партия «Единая Абхазия» была создана в начале 2000-х. Приветственное письмо от главы государства зачитал вице-президент республики Беслан Биквава. «Единая Абхазия всегда занимала твердую позицию, направленную на защиту государственных интересов и укрепление независимости нашей страны. Особо хочу подчеркнуть, что одним из основателей партии был второй президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Отдельные слова благодарности хочу адресовать Сергею Мироновичу Шамбо, который в последние годы возглавлял партию. Руководство страны считает необходимым усилить роль политических партий, их участие в общественной жизни государства. Мы убеждены, что активные и ответственные политические силы должны иметь возможность влиять на процессы государственного строительства и вырабатывать совместные решения в интересах всего общества. Уверен, что «Единая Абхазия» и в дальнейшем будет оставаться значимой политической силой, способной объединять общество, поддерживать государственные интересы и работать на благо Абхазии. В повестке дня выборы председателя, заместителей, членов политсовета и ревизионной комиссии, а также обсуждение ключевых задач партии и формирование ее нового политического курса. Таким образом, председателем был избран Алхас Барзания, который исполнял обязанности руководителя партии. Сегодня мы уверены, что делаем одно большое общее дело. Мы сегодня собрались здесь, чтобы услышать друг друга, чтобы поддержать друг друга. Мы уверены в том, что именно в таком братском контексте мы будем идти все вместе вперед, твердо, уверенно, помогая друг другу,
развивая друг друга рука об руку. Соглашение о сотрудничестве между партиями «Единая Абхазия» и «Единая Россия» действует уже более 10 лет. Прибывшие члены делегации, выступая на съезде, отметили прочные связи между Россией и Абхазией. Они подчеркнули, что Абхазия должна уверенно отстаивать свою точку зрения как внутри страны, так и на международной арене. Главное, что мы вместе, Единая Россия, Единая Абхазия. У Единой России тоже есть народная программа, которую мы реализуем и будем реализовывать вот уже на ближайших выборах в Государственную Думу, которые пройдут через год. Мы уже собираем желания и пожелания людей. Здесь, конечно, и в Абхазии тоже живут наши граждане, значит, они тоже будут вместе с Единой Абхазией в эту программу давать и свои предложения, чтобы мы действительно были таким единым фронтом, выступали здесь, отстаивая интересы граждан наших стран. Сегодня у нас было такое насыщенное утреннее представление на набережной, которое будет реконструировано. Градоначальник молодой показал нам все возможности и перспективы. Рад тому обстоятельству, что субъекты Российской Федерации оказывают и здесь деятельную помощь, не только организационную, но и материальную. В обсуждениях с главой государства затронуты были в том числе и моменты исторические, обсуждали нашу общую историю. Год 80-летия обязывает к этому, год 80-летия Великой Победе советского народа над фашистской Германией, над милитаристской Японией. Поэтому сейчас то, что произошло, я, конечно же, обращу свои слова к вновь избранному руководителю партии «Единая Абхазия», потому что сегодня перед Алхазом Херсоновичем стоят задачи сформулировать и определить механизмы, которыми партия будет полезна для Абхазии, как и сможет стать деятельной опорой для главы государства. После съезда Республиканской политической партии «Единая Абхазия» гости направились в Центральный выставочный зал Абхазии, где им провели экскурсию. Также они успели побывать и в музее Банка Абхазии. Нала Чхинджерия, Камила Джопуа, Наля Самичба, Абхазское телевидение.